Уважаемые коллеги, уважаемый коллектив, приглашенные гости, разрешите от имени руководства республики, от имени Высшего совета целевого фонда будущих поколений поздравить вас с сегодняшней знаменательной датой, с юбилейной датой для фонда будущих поколений, 30-летие создания фонда будущих поколений. Ну, как уже было отмечено в вступительном слове генерального директора и диктора, фонд будущих поколений имеет сегодня огромное значение для социально-экономического развития нашей республики. И отмечая сегодняшнюю дату, мы обязательно должны вспомнить то историческое решение, которое было принято первым президентом нашей республики Михаилом Николаевым, которым создана в периоде нашей республики некоммерческая организация целевого фонда будущих поколений, который начал с самых первых дней своего существования аккумулировать средства от реализации алмазов нашей республики и вкладывать эти средства в социальное благополучие жителей нашей республики. И тем самым был определен стратегический вектор развития целевого фонда будущих поколений. Вместе с тем, конечно, в разные годы жизни фонда были периоды, когда определялся тот или иной путь, вкладывать в социальную сферу только, либо вкладывать в бизнес, предпринимательство, какие-то коммерческие проекты. Но, тем не менее, благодаря решению руководства республики и фонда будущих поколений, та миссия, которая была заложена Михаилом Николаевым, а именно вклад в будущее поколение, осталась верной и до сих пор остается единственной верной траекторией развития целевого фонда будущих поколений. И по истечению текущего периода, с момента создания, сегодня уже фонд будущих поколений – это большая история вложения в социальную инфраструктуру нашей республики. Это и построенные школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, это и инфраструктура и так далее, и так далее. Сегодня в республике нет, наверное, территорий муниципальных образований, в которых не была осуществлена деятельность фонда будущих поколений, не было вклада фонда будущих поколений. Абсолютно все муниципальные образования испытали поддержку, помощь целевого фонда будущих поколений в виде построенного объекта, либо в виде проекта какого-то социального, культурного, спортивного, образовательного или иного. И в этом и огромный вклад целевого фонда будущих поколений именно благодаря тем мерам, которые были реализованы за этот период. Сегодня Республика Саха-Якутия, в том числе, сегодня держит достаточно высокую планку в своем социально-экономическом развитии. И, конечно же, в этом играли значительную роль финансовые партнеры фонда будущих поколений. Прежде всего, это компания «Алроса», наша алмазодобывающая компания, которая была, остается и, надеюсь, будет в будущем надежным партнером, который будет поддерживать целевой фонд будущих поколений. И сегодня на уровне компании «Алроса», на уровне наблюдательного совета, я даже как член наблюдательного совета могу точно с уверенностью сказать, что сегодня благодаря той прозрачной деятельности фонда будущих поколений, который сегодня фонд демонстрирует, доверие фонда будущих поколений достаточно большое. И на уровне наблюдательного совета под руководством председателя совета Силуанова Антона Юрьевича об этом отвечали, о том, что компания «Алроса» поддерживает и вкладывает в фонд будущих поколений. Кроме компании «Алроса», конечно же, благодаря тому же уровню доверия, который образовался вокруг фонда будущих поколений, начали вкладывать и сегодня вкладывают систематически компании, такие как «Роснефть», Лексотас, Российский газодобыча, компания «Ригауголь», золотодобывающие компании, другие компании, которые осуществляют деятельность на территории нашей республики, они уже переходят своей
скажем так, разовые меры поддержки в более системную основу, заключая договор о социально-экономическом развитии нашей республики на долгосрочную перспективу. Это, я думаю, оценка деятельности фонда будущего поколения, это уровень доверия наших финансовых партнеров к целевому фонду будущего поколения. И, несомненно, в этом большая заслуга, роль прежде всего коллектива целевого фонда будущего поколения. Коллектив вроде немногочисленный, может быть, там 1000 человек, чуть больше, плюс-минус. Но, тем не менее, именно этот небольшой коллектив сегодня создает ту работу, о которой сегодня мы говорим. Именно благодаря вашему профессионализму, преданности делу, сегодня фонд будущего поколения остается уверенным финансовым институтом, который смотрит в будущее на долгие-долгие годы вперед. Я хотел искренне поздравить и поблагодарить коллектив целевого фонда за вашу работу, за вашу преданность, за то, что вы сердцем и душой любите свою работу, фонд, свой родной коллектив, и надеюсь на то, что вы также будете дальше любить, ценить работу в целевом фонде будущего поколения. Я имел счастье и возможность работать в этом коллективе фонда будущего поколения с 2016 по 2020 год. Это был достаточно для меня интересный и полезный период работы, период моей жизни. И я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность пообщаться с вами, познакомиться и тем самым дал мне возможность внести свой, пусть небольшой вклад в развитие будущих поколений нашей республики. Спасибо вам за это. Впереди новые цели, новые задачи, новые горизонты. Я знаю, что целевой фонд будущих поколений знает свою будущую концепцию развития, она уже рассмотрена, одобрена, утверждена на уровне главы республики СМС Ильича Николаева. Я знаю, что финансовые партнеры сегодня также доверяют и готовы вместе работать и на будущую перспективу. Значит, все у нас с вами получится. С праздником вас, дорогой целевой фонд. Благодаря системной совместной работе фонда с бизнес-структурами в республике появляются новые социальные объекты, реализуются социально значимые и творческие проекты, оказывается содействие в развитии образования, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды и реализации мер по поддержке детей и семей. И сегодня мы говорим слова благодарности нашим компаниям и партнерам. Также в адрес целевого фонда будущих поколений вручается приветственный адрес от главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Также вручается благодарность главы Республики Саха-Якутия целевому фонду будущих поколений Республики Саха-Якутия. За вклад в социально-экономическое развитие республики и плодотворное сотрудничество памятный знак 30-летию целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия вручается акционерной компании «Алроса» в лице заместителя начальника управления социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса» Васюковой Юлии Рудольфовны. Памятный знак вручается «Роснефть», дочернее общество компании «Общество с ограниченной ответственностью» «Тасуря нефтегазодобыча» в лице заместителя руководителя представительства
Брызгаловой Алены Власьевны. Также памятный знак будет вручен обществу с ограниченной ответственностью Элька Лукарь.